Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на песке на такую тему. Вам сообщение. Давайте посмотрим, кто отправил вам сообщение и о чем это сообщение. Если тема интересна, пожалуйста, присоединяйтесь, загадайте на себя и получите свое сообщение. Также, мои хорошие, спешу всех вас сердечно поблагодарить за то, что выбираете быть со мной и за вашу невероятную поддержку в комментариях, лайками, донатами, которые вы мне оказываете. Земной вам поклон. Итак, мои хорошие, давайте же посмотрим, что же за сообщение вы должны получить. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Так, мужчина вышел. Мужчина, нет ему дороги к вам, нет доступа к вам. Скорее всего, вы его заблокировали. Вы избегаете встречи, общения, контакта, любого контакта избегаете. И этот мужчина никак не может с вами связаться. Мужчина вот такими крокодильями слезами плачет о том, что ему плохо без вас, что он все понял, что он хотел бы вам лично все это объяснить. Вот я не могу без тебя. Я понимаю, что был неправ. Я понимаю, что натворил ошибок. Но я сам себе не рад, да, по этому случаю. Дай мне возможность тебе объяснить. Дай мне возможность все исправить. Да, заблокировали. Вы, может быть, даже куда-то уехали, он даже не знает куда. Вот он бегает, вот, как ошалелый, да, по городу, пытается вас найти, уже всех расспросил, где вы, что вы, с кем вы, как до вас дозвониться, как до вас достучаться. И все вот так руками разводят и говорят: а мы не знаем, Может быть, подружки у вас действительно такие верные, никто не помогает ему, никто о вас не рассказывает, никто там телефончик не дает, либо соцсети. А он уже бедный не знает, что ему и думать. Еще у него такие мысли тревожные: а вдруг с вами что-то случилось, да, вдруг там вас какой-то маньяк похитил, да, и куда-то в лес увез. Вот, даже об этом думает. Но его сообщение — это то, чтобы вы вышли на контакт, либо хотя бы его разблокировали, да, хоть как-то с вами пообщаться и объяснить вам то, что произошло. Объяснить, что он сожалеет, выпросить у вас, выключить прощение. Да, страдает, мучается по вам. Бывший. Мне идет, что это какой-то бывший, либо мужчина, с кем у вас там вроде как и неплохо начиналось, но мужчина какую-то гадость сделал, и вы, девчонки, сразу его заблокировали. Причем заблокировали везде. Вот он теперь и бегает, как ошалелый. Но вас никто не выдает. Это чтобы вы знали, насколько у вас верные друзья и подруги. Так, еще одно сообщение касается ваших родственников. Тут кто-то из родственников, сообщение такое переживательное. Им кажется, что вы от них скрываете правду. Им кажется, что вы не все про себя рассказываете, что вы там сидите голодная, холодная, одинокая, в 4 стенах, похожих на клетку, что вас кто-то обижает, да, вот такие мысли. Вот, они правды хотят правду, что там с вами происходит. Я не знаю, почему они думают о плохом. Может быть, там телевизора пересмотрели, либо каких-то страшных историй переслушали. Вот им кажется, что вы что-то скрываете, да, что вы правду все не говорите. Да, возможно, вы действительно не говорите все, потому что вы взрослая женщина, либо взрослый мужчина, и вы живете свою жизнь. Зачем вам вот прям все своей маме, либо папе там рассказывать в мельчайших подробностях? Может быть, как взрослый человек, вы по жизни идете, справляетесь с теми ситуациями, которые вам встречаются. Да, иногда бывает сложно, иногда бывает жестко, но не привыкли вы жаловаться и не хотите, чтобы вас жалели. Очень переживают, и тут даже какая-то тайная слежка может быть за вами. Даже могут кого-то просить, чтобы о вас докладывали, да, что вы, как вы, там, есть у вас проблемы или нет.
Дальше человек на букву К. Это может быть и мужчина, и женщина. Но буквально в вас заинтересован. Заинтересован как в друге, в подруге, как в личном заинтересован. Если это мужчина, и также в сотрудничестве человек может быть заинтересован. Не знаю, может быть, вы недавно общались с этим человеком на букву К, вспоминаете, и у человека прям действительно стойкий интерес к вам. Сообщение такого характера, что вот да, я склоняюсь к мнению, что нам нужно посотрудничать, либо нам нужно узнать друг друга получше, либо нам стоит там что-то вместе делать. Человек, как только оформит все в своей голове, я думаю, с вами обязательно свяжется, и вы уже из первых уст все узнаете. Дальше показывают мужчину буква В. Буква В. Владимир, может быть, какой-то, либо Виталий, Василий. Да, в принципе, на букву В много имен. Может, даже иностранное имя, но на букву В. Человек не то чтобы шлет вам сообщение, вы должны знать, что этот человек за вами наблюдает. Наблюдает, я так понимаю, присматривается. Если вы, мужчина, смотрите мою отсыпочку, просто переворачиваете на себя, тогда женщина с инициалом на букву В за вами постоянно наблюдает, присматривается к вам. И, скорее всего, будут какие-то действия очного либо заочного характера. То есть человек может к вам лично подойти, познакомиться, либо пригласить вас, там, не знаю, на свидание, там, на прогулку. Ну и также человек может вам написать, да, написать там сообщение, тоже самое, да, пригласить вас куда-то, либо пригласить к диалогу. Может в соцсети написать, если доступ есть. Ну, буква В именно вышла. Так, еще вам сообщение, но это сообщение, оно, вот даже не знаю, как это правильно сказать. Здесь человек просит, чтобы вы его либо ее не трогали. Вот типа, не трогай меня, там, не трогай моего, я не знаю, там, мужа, жену, лучше к нам не лезь, да, ко мне не лезь. Это я с виду тихая, либо тихий, но если надо, то буду там драться до последнего. Не знаю, что это за человек. Фигурка такая, знаете, прям, ну, не солидная, какой-то дрыщ, извините за слово. Может быть, человек действительно выглядит очень худеньким, да, анорексичное телосложение. А может быть, человек, ну, здоровье хрупкое, да, такое вот слабенький иммунитет, может, какие-то хронические заболевания, да, человек постоянно вот из больнички не вылазит, с больничного не вылазит. Прямо на эти кулака вам показывают, говорят, вот не лезь к нам, не лезь, оставь нас в покое. Либо к вам кто-то приревновал, либо кто-то считает, что вы вот угроза, да, для личной жизни этого человека. Может быть, это ошибка, может быть, да. Может быть, это случается. Вы с кем-то вежливо поговорили, да, и это все было воспринято как, ну, попытка, я не знаю, там, понравиться, да, попытка увести мужа, либо попытка увести жену. И, в общем, этот человек такой, вот, если я встречу, я тебе покажу, где раки зимой, да. Ну, понимаете, что это горячие эмоции, на самом деле так не будет. Да, скорее всего, приревновали. Приревновали, причем достаточно сильно. Человек об этом думает. И просто смешно выглядит такой худенький человек, еще такой-то угрожаю таким маленьким кулачком. Вот и смех, и грех, да, обнять и плакать. Очень миленько все это выглядит. Вы не бойтесь, ничего там не будет. Скорее всего, действительно какое-то недоразумение, и все будет хорошо. Так, дальше. Вот тут серьезный знак. Здесь женщина, вернее, душа женщины, которой больше нет в нашем мире. Эта женщина, как дочкой вас называют. Дочка, может быть, и не дочка, может, внучка. Эта женщина просит, чтобы вы в отношении, душа женщины просит, чтобы вы в отношении какого-то мужчины не допускали ошибок, ее ошибок. Ну, допустим, да, вы все разные. Возможно, вы в свое время, вернее, она в свое время там терпела абьюзера мужа, да, и это плохо закончилось. Может, и вы сейчас решили терпеть. Либо наоборот, женщина не смогла простить, развелась и потом одна всю жизнь маялась, да, любя, была одна.
Может, и вы так думаете, что вот не прощу, разведусь с тобой. Может, вот, кстати, этот заблокированный тут тоже под рукой вертится. Может, даже за него просит, да, чтобы вы смиловались над мужчиной и допускали ошибку, о которой потом будете очень долго жалеть. Но здесь именно душа вышла, и она просит, чтобы вы ошибку не делали. Душа женская, ну, женщины, да? Мама, бабушка, вот как-то так мне идет. Дальше, мои хорошие. На работе, скорее всего, от коллег. Если вы в отпуске, либо если вы вышли на заслуженный отдых, на пенсию, либо взяли за свой счет, вашим коллегам вас очень сильно не хватает. Но потому что вы все знали, вы все умели, вы все сами делали. А теперь, конечно, тяжелые времена для ваших коллег настали. И они понимают, что они не могут вас тревожить, каждый раз вот это звонить, названивать, дергать вас, там, расскажи, подскажи, научи. Это неправильно, так не должно быть. Но с другой стороны, им очень вас не хватает. И если это отпуск, то они, скорее всего, там денечки вычеркивают, когда же вы наконец-таки выйдете на работу. Ну, а если это заслуженный отдых, пенсия, то ох, не сладко им. Нет замены вам, понимаете? Замены вам нет. И это прям факт. Возможно, не у всех отыграется, но у кого-то отыграется, что будут такие разговоры, что вам будут предлагать вернуться обратно. Тут и коллеги могут предлагать, тут и даже начальство может предлагать. Вот не вывозят, не справляются. Вы оказались незаменимой, либо незаменимым. И буквально, если вы вернетесь, допустим, то на вас там молиться все станут. Да? Вот насколько вы важный человечек во всей этой структуре. Ну, в предприятии, да, производство, где вы работали, офис. Прям денечки на пальчиках загибают. Когда же, скорее же, да, пусть она скорее выйдет, либо он пусть скорее придет на работу. Не вытягиваем, не справляемся. Нам очень сильно тяжело. Дальше, мои хорошие. Вот здесь сообщение о рыбе, о большой рыбе. Есть какой-то жадный человек, рыбку кушает, а вам ничего не говорит. Но он такой, ну сейчас типа я наемся, а потом я ей скажу. Да? Сначала себе, а потом уже всем остальным. Причем для этого человека в свое время вы очень многое сделали, наверное, даже больше, чем его родные родители, либо ее родные родители. И человек вам, скорее всего, обещал, наверное, да, и говорил, что вот как только что-то узнаю, либо как что-то выгорит, получится, будет результат, я тебе сообщу, но не сообщает. То есть душа-то отправляет вам сообщение, что да, вот она рыбка, она вкусная, но разум глушит этот сигнал, и человек себе, ну, буквально говорит, да, сейчас я наемся, впрок накоплю, а потом уже я и скажу, да, как-то так идет. Ну, глупо, конечно, глупо. Вот мне еще идет, что вы об этом узнаете. А может быть, вы уже узнали, да, что человек вас обманывает, что пользуется какими-то благами, либо какими-то результатами, а вам ничего не говорит. И вам от этого очень даже обидно. Ну, вот такой меркантильный человек, шкурный человек, что поделаешь. Такие иногда бывают. Но вот душа еще не пропащая. Раз сообщение душа посылает, значит не пропащая. Ну, а разум там уже весь в черненьком, в черном цвете, да, идет. Слишком меркантильный. Так, и еще, мои хорошие. Ну-ка вспоминайте, вы с кем-то знакомились просто вот на улице, либо где-то в кафе, может просто в магазине там с кем-то словами перекинулись. Человек с вами одинакового пола, то есть если вы женщина, то женщина, если мужчина, то мужчина. Вы этому человеку что-то такое сказали, о чем человек очень долго думал. И человеку хотелось бы с вами еще раз встретиться и ближе познакомиться, либо там контактами обменяться, да, вот чем-то заинтересовали. Человек такое сообщение вам посылает, что вот приди в ту же точку, да, будь в том же месте, в тот же день, я тоже приду. Ну вот как гипнотизируют на расстоянии, да, а как по-другому с вами связаться, как вас найти? Вот представьте, вы в очереди там в супермаркете стояли и с кем-то вот завели беседу, потому что делать нечего, очередь долгая,
Вот, и произвели впечатление. Человек теперь вас разыскивает, ну а о вас ничего не знает. Возможно, человек постоянно приходит там, в этот супермаркет, либо в это кафе в надежде вас увидеть. Вот мне идет так. Очень хочет общаться этот человек, либо есть что вам сказать, либо даже предложить. Дальше какая-то женщина, старше вас по возрасту, подозревает вас в какой-то неискренности, нечестности. И у нее прям дух перехватывает от мысли, что она окажется права. Да, вот она сама себя убедила. Может быть, она стала жертвой чьих-то сплетен. Может быть, это ваша свекровь. И она такая: я поймаю ее с любовником, я сыночке-корзиночке докажу, что она там неверная. Да? Может быть, это женщина бывшая, да, бывшая, допустим, и она вас там где-то видела, перепутала, может, и не вас она видела. И она такая: вот, ага, с кем связался мой бывший, надо ему обязательно сказать, глаза открыть. Но доказательства нужны. Вот вас как будто бы хотят уличить в нечестности и неверности. И это хочет сделать именно женщина старшего возраста. У кого-то действительно свекровь, у кого-то бывшая. И тут сообщение такое, что вот я все равно тебя поймаю, да, я все равно, я буду следить за тобой, и я тебя на горячем поймаю. Мои хорошие, если действительно у вас есть отношения на стороне, будьте внимательны, бдительны, усильтесь раза в 3, а лучше в 5, да, внимательность усильте, бдительность усильте, чтобы не было какого-то курьеза, либо не было какой-то неприятной ситуации. Если у вас нигде ничего, избегайте моментов провокационного характера. Допустим, да, вы можете там с мужчиной-коллегой общаться, либо с мужчиной-соседом, а эта женщина может все перепутать и просто вот кипиш поднять, что вот она с мужчиной была, она вот с этим мужчиной в любовной связи состоит. Здесь как паранойя какая-то по поводу вас. Вас действительно хотят уличить в неверности, в нечестности. Мужчины, переворачивайте на себя. Возможно, это ваша теща, да, по-моему, называется, теща, может быть, это бывший вашей благоверной. Вот кто-то хочет вас уличить в неверности. Будьте аккуратнее, проявляйте бдительность и, пожалуйста, там близко ни с кем наглядно не общайтесь, потому что все может быть истрактовано превратно и против вас. Вот как охотится за вами этот человек и прям угрожающе говорит, что вот я все-таки тебя поймаю, я всем докажу, да, я всем расскажу. Такое неприятное, да, человеку, видно, своей жизни нет, заняться в жизни нечем. Вот и занимается тем, что думает обо всех плохо, да еще за всеми подсматривает. Так, еще одно сообщение вам от ангела-хранителя. И это сообщение очень важное, потому что оно на линии жизни у вас вышло. Сообщение касается какого-то дела, в котором нельзя сомневаться. Вы то ли что-то сейчас думаете, о чем-то думаете. Может быть, вы и думаете, и не думаете. То есть и хочется, и вы считаете, что вы не справитесь. Ангел-хранитель буквально вам говорит, что все будет хорошо, и что сейчас идеальное время для того, чтобы осуществить задуманное, либо заняться тем, о чем вы долго думали, о чем вы долго мечтали. Понятно, что если момент будет упущен, то потом будет либо в принципе невозможно это все реализовать, либо будет достаточно проблематично. Да? А сейчас как идеальное время, и вы готовы, и условия хорошие, да? Просто бери и делай. Не откладывай в долгий ящик, просто бери и делай. Так, еще одно сообщение, я так понимаю, из мира мертвых к вам пришло. Здесь сообщение именно от мужчины, который просит, он просит, чтобы вы его простили. Да, он говорит: так прости меня, что уж на мертвого обижаться, да, прости. Только в момент, когда давал Богу душу, вот тогда только понял, что был неправ. Знаете, прям таким холодом повеяло. И знаете, как страх какой-то еще пошел, сильнейший страх.
может быть, в каких-то не очень хороших условиях, да, человек находился, либо это была какая-то трагедия. И вот всю жизнь жил, да, либо там сколько времени жил, и даже в голову не приходило, что был неправ, что нужно прощения попросить. И только лишь в последние мгновения жизни, вот как все на свои места встало, и этой душе нужно ваше прощение. Если понимаете, о чем речь идет, ну, человек как-то трагично погиб, резко, быстро, в один момент. Если можете, то простите, поверьте, вам это воздастся. Ну, вот такое сообщение. И еще один момент. Тут у нас мужчина на лошади скачет в вашу сторону. Тут, да, он мог бы послать вам сообщение, но хочет сделать вам сюрприз. Скачет в вашу сторону, у него прям за спиной, не знаю, рюкзак, мешок, что-то у него за спиной есть. Как добычу домой везет, либо прибыль домой везет, подарки домой везет. И у него в голове прокручивается, да, что вот сейчас я приеду, как они все удивятся, как они все мне обрадуются, да, вот такие у него мысли. Ну вот видите, сюрприз такой вот идет вам. Не пишет, звонка от него нет, потому что хочет вам сюрприз. А душа прям поет на радостях, что вот я всех удивлю, у меня целый мешок подарков, да, либо денег заработал. Ну такой прям, знаете, собой гордится, аж светится, едет в вашу сторону. Мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.